Так, ну и давайте мы сейчас начнем. Запись у нас идет. Так, давайте я еще раз повторим прошлую тему. Мы там обговаривали. И давайте вы мне сейчас ответите. Киректор хайди парша. Каждый отвечает, пишет, прописывает свою фразу. Киректор хайди парша. Киректор хайди парша. И пишите ответ прямо в чате. Шарадах, да, хорошо, шарадах. В конце г пишется. Шарадах, хорошо, сойдет. Так, шахсы. Пасхалары другие. Киректор хайди парша. Так, хоминимес, хорошо. Хоминимес, шахсы. Так, дальше. Анандар. Шарадах, урте. Амурте, сейчас правильно. Амурте, сейчас правильно. Так, Анандар. Анандар дальше. Так, Елена Трофимовна, Киректор хайди парша. Так, кто только что вошел, мы сейчас тут повторяем прошлое занятие. И я спрашиваю по-хакасски, мы эту фразу проходили. Киректор хайди парша. Как дела? Вы можете ответить, если вы слышали видеоурок прошлый, да. Ну вот один из вариантов. Так, и знаете, я вот хотел бы еще обсудить такую деталь по домашним заданиям. Алгыс пулзан. Хомейнимес, да, хорошо, Елена Трофимовна. Хомейнимес, неплохо. Вот по домашним заданиям я рекомендую все же записывать на смартфон те фразы, которые мы проходим здесь. Давайте я сейчас покажу, как это можно сделать. Некоторые говорят, что вот я стесняюсь записывать себя. Я думаю, что не обязательно себя записывать в том виде, что свое изображение, но все равно нужно будет проговаривать фразу, потому что реальное обучение или реальное понимание, или реальные навыки, они должны быть все равно в говорении. В любом случае мы должны произносить слова в реальности, на самом деле. А, конечно, как мы будем заучивать, и одна из форм, мне кажется, вот, довольно-таки эффективная форма, это записывание фраз. Давайте я вам сейчас покажу, как я сегодня это делал. Ну, примерно как бы учу слова, да. Давайте вот, я сейчас включу видео, и вы посмотрите. Только мне отпишите, если звука нет и кому-то не слышно, сразу пишите, звука нет. Я запускаю видео.
Ну вот такое вот видео. Я рекомендовал бы вот примерно вот так как-то записывать те фразы, которые вы проходите или изучаете в процессе вот данных вебинаров. Конечно, вот для этого что нужно будет сделать? Рекомендую вообще у себя в компьютере создать отдельную папку. Давайте я тут где-то в тексте пропечатал. Да, вот сейчас, подождите, я сейчас открою, покажу экран. Ну вот смотрите, вот идея портфолио. Я хотел бы высказать вот эту мысль. Вот, как оценить себя? Вот у нас обычная система, которая принята до сих пор, она везде есть, это тестовая система, она оценивается в баллах. Но на самом деле, что означает оценить в баллах? Баллы, по сути, они как бы, вот, честно сказать, они ни о чем не говорят. Потому что, ну, предположим, да, вот я закончил школу, у меня там 4 балла по английскому языку. Ну, что такое 4 балла? Это не оценка, потому что в реальности я до сих пор не говорю на английском языке, и вот это понятие 4 это не какое-шное понятие. А что в реальности? А в реальности я владею там парой слов и, допустим, какими-то фразами. И вот на самом деле реальная оценка это портфолио. Вот нет более реальной оценки. И вы сами себя оцените чем? Количеством проделанной какой-то работы. Это та реальность, которая есть на самом деле. Ну, грубо говоря, вы сами себя не обманете. Сами себя не обманете, и также вы будете видеть свой собственный рост. Если вы, предположим, запишете вот подобным образом, ну, как я тут показывал, скажем, ну, предположим, у вас там будет 20 видео, да, или 50, или 100. Но согласитесь, если вы сделаете 100 подобных записей и 100 фраз, сами себе создадите у себя в компьютере некие файлы, видеофайлы, это будет уже ваше портфолио. Реально портфолио, вы кому-то это можете показать. И смотрите, вы можете показать процесс роста. Эти файлы, они, возможно, потом пригодятся, не знаю, вашим детям, окружению. Потом из этого вы можете что-то другое, что-то сделать, какой-то фильм, не фильм. Но в любом случае это будет ваше портфолио. Это реальное портфолио, которое вы сами его себе создадите. И вы можете его показать другим. Понятие 4 или 5 или 10 баллов или 100 баллов, это никакая оценка, это условная цифра. А вот портфолио это реально то, что есть на самом деле. У вас, возможно, там будут аудиофайлы, но я рекомендовал бы делать видеофайлы. Это первое. И второе, конечно, было бы хорошо, если бы вы еще, кроме того, что будете накапливать у себя в компьютере файлы, да, открыли бы еще свой канал в YouTube. Это вообще было бы шикарно. Почему? Это уже следующий этап. Открытие канала говорит о том, что вы уже можете делиться своими знаниями с другими людьми. Это уже следующий уровень. Конечно, было бы шикарно даже, если вы даже демонстрировали бы, вот, ну, скажем, 10 видео прошли, да, 10 уроков, предположим, прошли, и вы говорите, вот смотрите, я вот заучил такую фразу, посмотрите, как у меня это получается, плохо, хорошо ли, допустим, да, могли бы отдать под комментарий кому-то вот, ну, сказать, вот поправьте меня там или вот подскажите, что у меня там получается лучше, что хуже, да. И у вас были бы комментарии уже, и в социальных сетях на вас бы реагировали бы. И тогда у вас шел бы естественный рост. Это тоже была бы ваша копилка, это была бы ваше портфолио. То есть это то, что вы могли бы реально кому-то показать, и реально вы видели бы свой рост на самом деле. Не моя оценка, допустим, как вы продвигаетесь, а вы сами себе давали бы оценку. Ну вот у меня такая идея портфолио. Я думаю, что ведь своим портфолио потом можно, ведь по сути это как бы те ценности, ну, которые, ну, должны культивироваться, мне кажется, в семье. Да, ну как-то так вот. Ну и давайте теперь смотрите. Я тут выписал фразы, которые я рекомендовал бы, чтобы вы их проговорили на свой собственный смартфон и записали бы и уложили бы в свою папку, где у вас есть, скажем, будет папка хакасский язык, да, и туда вы прямо записали бы. Вот, давайте я сейчас эти фразы проговорю и потом вам дам в чате. Ну вот смотрите, мин шолже парчам. Вот прямо идете и снимаете и проговариваете.
Мин чолже парщам. Я иду по дороге. Мин холде смартфон тучам. Я в руках держу смартфон. Хол рука, холде в руках. Смартфон понятно. Тучам я держу. Тут корень. Ча в настоящее время. Это первое лицо. Мин холде смартфон тучам. Дальше. Мин körg сурщам. Я снимаю видео. Körg видео. Сурщам я снимаю. Мин телефонга щохтанчам. Щохтан говори, щохтанчам я говорю. Мин телефонга щохтанчам. Я говорю на телефон. Мин телефонга пасщам. Пас буквально пиши. Пасщам я пишу. Мин телефонга пасщам. Мин хакас тилин угренчим. Мин угренчим я учу. Хакас тилин, хакасский язык. Дальше. Мин угренчим, снова следующая фраза. Сестерны. Сестер, слова. Сестерны, учу слова. Кюрбин, не глядя. Кюрбин, щохтанерга, говорить. Щохтан, говори. Щохтанерга, говорить. Мин сестерны кюрбин, щохтанерга, угренчим. Я учу слова наизусть. Вот буквально не глядя. Вот кюрбин, щохтанерга, не глядя, угренчим. По сути, это на русский язык переводится как учу слова наизусть. И вот смотрите, берете вот эти фразы, теперь я сейчас отошлю в чат, и вы их сами себе в свое портфолио и запишите. Прошу прощения. Так, вот эта идея понятна? Нет, скажите, вот все было объяснено, вы поняли идею, вот желание, как вы, что вы думаете вот по этим предложениям? Можете прописать фразами, если успеваете. Вы можете свое мнение отписать, знаете где, давайте вот на Facebook. На Facebook там у нас есть группа, давайте я еще раз ссылку дам на эту группу. Сейчас, подождите. Так. И вот на этой странице можно эту идею обсудить. Так, страница называется «Уроки хакасского языка». Раньше я вот здесь, вот на этой странице можно обсудить те идеи, которые я сейчас пытаюсь высказать. Так, вот вообще Хандре, да, молодец, Ольга Петровна. Минпильдем, да, я поняла, вот завела файл. Да, действительно, вот завести файл, и как бы человек уже собирает свое собственное портфолио, реальное портфолио, и вы уже складываете свои собственные файлы. Конечно бы вот было бы еще хорошо, если бы вы создали свой YouTube канал. Вот смотрите, по YouTube каналу какая идея, в чем смысл YouTube канала? Дело в том, что если вы будете потом заинтересованы в монетизации, точнее говоря, в дополнительных заработках, то на самом деле потом этот канал у вас может превратиться в некий дополнительный источник дохода, потому что, предположим, ну давайте только возьмем идеальный вариант, хороший вариант, лучший, да, куда мы стремимся. Предположим, вы выучите хакасский язык разговорный, ну скажем, за какой-то период времени, за год, там, за 2, да, пусть год-два потратите на изучение хакасского языка. И у вас будет канал, и вы будете показывать, смотрите, как я это делала. И потом изучение 2, 3, 4, 5 языка, я не думаю, что вы остановитесь на хакасском языке, тогда ваш канал будет становиться интересен, и вы потом его наполните дополнительно каким-то осмысленным материалом. Предположим, через хакасский язык можно дальше начать изучать все, что угодно. Я, к примеру, вот этот канал, давайте еще раз я покажу его. Хакасский. Так, сейчас, подождите. Вот этот канал Хакастеле. Я его создавал с целью, что вот и назвал хакасский язык плюс. Почему? Потому что была идея, что я буду говорить не только о хакасском языке, а все, что связано с хакасским языком плюс. Ну, например, предположим, у меня была там идея создать курсы WordPress, допустим, создание сайтов, но он на хакасском языке. Ну, это вроде как побочное такое действие, но тем не менее, да.
хакасский язык плюс, предположим, там еще какой-то второй язык, третий язык, хакасский язык плюс английский, да, почему бы и нет. И подобным образом вы себе бы, создавая свое собственное портфолио на данный момент через хакасский язык, потом мы могли бы вместе, мне кажется, что потом создать какой-то еще, то есть в общем в любом случае это дело можно как-то развить, потому что понятно, что языки, хакасский язык, изучая языки, все равно человек развивает свой интеллект в любом случае. Интеллект развивается, и, конечно, это демонстрация того, что вот когда вы изучаете язык, это демонстрация того, что вы продвигаетесь и развиваетесь. По-моему, это самое лучшее, что вообще в человеке есть. Человек, когда обучается и учится, ведь это же говорит о его уровне понимания, скажем, даже того же окружающего мира. Да. Ну, в общем, как-то я сегодня так, может быть, немножко сумбурно, ну, хотя вот пытался подать идею портфолио, это первое, что, да, идею записи на смартфон. И я вам дал фразы, которые нужно будет записать. И прямо вот эти фразы запишите. И если вы сможете самостоятельно открыть канал, там как бы несложно, очень много информации в интернете есть. Там можно посмотреть даже в самом же YouTube, как открыть канал на YouTube. Там куча рекомендаций. Вы туда можете залить вот эти файлы. Рекомендую записывать MP4 формат на видео. Есть такой формат, но, по-моему, в смартфоне, я вот, честно сказать, не проверял. Просто я когда делал монтаж, я перевел его в MP4. MP4 это самый распространенный видеоформат, MP4. Запомните этот формат. И с этим форматом удобнее работать. И даже вот на вебинарной комнате, когда я сюда захожу, он требует MP4 формат видео. Так, ну и вот эту идею, вот те фразы, которые записали, можете записывать на аудио и выкладывать сюда же, вот в эту группу Хакастели. Вот так я в Хакастели на Facebook. Так вы меня должны видеть. Так, здесь есть вариант загрузки аудиофайлов, по-моему, должен быть. Так, видео точно есть. Можно загружать видео. Ну, в общем, есть такая возможность, а технологии у нас сегодня, ну, дай бог, я думаю, что они будут развиваться все время, и у нас есть такая возможность делиться своими знаниями, самим обучаться делиться. Да, вот очень хорошая идея, Сарина говорит, да, вот создание ресурса для детей на хакасском. Вот действительно, вот я, конечно, всем тоже не могу заниматься, вот у меня вот идея хотя бы до Нового года вот эти курсы бы привести в такой некий порядок, чтобы человек, который начал изучать хакасский язык, получал бы реальную практику говорения. Потому что моя задача, вот этих курсов, основная задача, ну, условно говоря, создать бы как бы некую такую движуху, что ли, движуху изучения языка. Моя задача мотивировать людей на то, чтобы начать познавать хакасскую культуру, сделать первые шаги в этом направлении. Потом, конечно, вот у меня там есть такие идеи, потом уже я это буду делать, проводить стримы на хакасском языке. По-хакасски я это уже буду делать, ну, в смысле, как по-хакасски. Буду делать по-русски, стримы буду проводить на русском языке, но о хакасской культуре. Ну, например, что такое стрим? Стрим, вы знаете, это игровая форма, обычно геймеры этим занимаются. Я тоже как бы подсел на эту тему, я вижу, как геймеры, в общем, много проводят стримов, да. Ну и вот стрим, скажем, на 2 часа, да, это некая форма общения со слушателями. Предположим, я буду рассказывать о хакасской музыке. Вот рассказал, допустим, 10 минут о чем-то, да, и включил запись, предположим, видео на 3, там, на 4 минуты. Потом опять рассказываю 10-15 минут, допустим, о ценностях того явления. Возможно, перевод, допустим, «Сарах туп моя мама», да, есть такая популярная народная песня. Я рассказываю о смысле этого явления, о смысле песни, перевожу на русский язык, обговорю и потом включаю. И таким образом, может быть, песен 10-15, вот, за 1,5-2 часа обсудить, обговорить, проговорить, допустим, да, и как бы, вот, ну, вот такой стрим, провести стрим, и кому это будет интересно, конечно, они будут погружаться уже конкретно, предположим, в хакасскую этническую музыку. Было бы неплохо, конечно, если бы тут рядом кто-нибудь ко мне подсел бы из музыкантов, ну, я попытаюсь переговорить с ребятами, возможно, они придут, кто-нибудь поучаствует, и можно ему позадавать вопросы, допустим, да.
Вот тот же Евгений Лубашев, тот же Вячеслав Николаевич Кученов, допустим, другие ребята. Вот, и в таком в прямом эфире, в прямом диалоге можно было бы уже с ними, то есть им задавать вопросы, и при этом могли бы посмотреть, скажем, их концерты, их видео. Ну вот примерно вот такие у меня идеи, как бы. Ну а идея данного курса — это создать такое, ну, желание, что ли, вот, чтобы мы как-то начали бы познавать свою собственную культуру и реально учились бы оценивать адекватно наши достижения хакасской культуры. На самом деле они очень интересные, они имеют, то есть они мирового уровня. Я сегодня ВКонтакте пытался отписать вот один из таких небольших постов. Ну, допустим, что значит мировой уровень? Тот же у нас, предположим, Моисей Баинов, он написал роман в стихах на хакасском языке, допустим, да. И вот тогда вот ведь на хакасском языке что означает роман в стихах? Это мировой уровень, потому что роман в стихах — это самая высокая форма вообще языковой культуры. Именно роман в стихах. Не роман обычный в прозе, да, не драматургия. Именно роман в стихах. Это самое высокое достижение искусства слова. И, конечно, говорить о поэзии Моисея Баинова в этом контексте обязательно нужно. И он, по сути, равен таким великим авторам, как Данте, допустим, в Италии, да, как Шекспир, как Пушкин. Но когда я об этом говорю, многие из хакасов иногда недоумевают, говорят, ну как это Баинов, он уровня Пушкина. А я абсолютно 100% точно уверен, и я нахожу там сотни аргументов или найду сотни аргументов в пользу этого утверждения, что Баинов — это высочайший мировой уровень. Это не только Баинов, это Вячеслав Кученов, наш тот живой человек, который сейчас создает хакасскую культуру, тоже высочайший мировой уровень. Это такого же уровня люди, и, конечно, о них нужно говорить, их нужно представлять, о них нужно, то есть их нужно понимать. А как их понимать, если не знать хакасского языка? Это просто невозможно. Нельзя понять культуру, если мы не знаем хакасского языка. Да. Ну вот примерно такие идеи. Вот стримы будут примерно об этом. И, конечно, мы должны проходить такие первоначальные азы, что ли, да, практики. И, конечно, должны научаться говорить. Ну, как всегда, все начинается с простых фраз. Ну вот, вроде бы я все, что хотел сказать сегодня. И, кажется, домашнее задание вам ясно. Пилдистик-бэм, сургулар парбам. Пилдистик-бэ, понятно ли? Пилдистик-бэ. Я сейчас пропишу. Пилдистик-бэ, понятно ли? Сургулар парба. Но сургулар парба я уже писать не буду, потому что я уже повторяю много раз эту фразу. Сургулар шох полза. Если вопросов нет, так, ага, я, так, предстыгба, я, так, я. Сургулар парба. Сургулар. Так, щогл. Сургулар щогл, да. Правильно, нужно ответить, ну, да, щогл. Лучше сказать щогл, сургулар щогл. Щох, знаете, вот когда нужно говорить чох, давайте чуть-чуть прокомментируем. Вот, допустим, ты пойдешь в кино, кинога парарзынме, человек отвечает, щох, нет, не пойду. Щогл некорректно, так не нужно говорить. Щогл, когда что-то отсутствует, какой-то предмет. А если отказ, то щох. Вот, я отказываю, щох. Щогл, что-то где-то чего-то нету. Да, вот разница щох и щогл. Кинога парарзымы, пойдешь в кино, человек может ответить чох. А если сурглар парба, вопросы есть, это значит наличие чего-то есть, да, нет, наличия этого нету. Щогл. Допустим, ну, давайте так, ахше парба, да, ну, любим же про деньги вопросы задать. Ахше парба, щогл. Или наоборот, пар, да. Или халас парба, хлеб есть, щогл. Или пар. Вот. Ну вот, наличие какого-то предмета, говорить, нужно сказать, пар есть или щогл. Чалгыс ползын, пюнпстың занятия тослче. Сегодня наше занятие заканчивается. Это видео я также размещу на канале Хакасский язык плюс. И на выходные, наверное,
видеоуроки как-то я там оформлю на сайте. Но вы задание теперь знаете. Надо будет дописать свои видео, свое портфолио. Было бы хорошо, если еще это выложите, скажем так, в группы на Facebook. Че алгыс болсын, спасибо. Пазы туғасқанже. Сегодня мы занятие заканчиваем. Че аным жоқтар.